Ушел в историю 2025 год. Время вспомнить наиболее важные события, оценить, что удалось сделать и к чему необходимо стремиться. О том, чем запомнился прошлый год и что предстоит сделать в наступившем 2026 году, в нашем интервью с главой Ленского района Александром Черепановым. Несмотря на то, что уходящий год был непростым, он был наполнен многими событиями. Ленский район реализовывал проекты благоустройства, ремонтировал дороги, продолжал газификацию района, проводил праздники, демонстрировал успехи в образовании, спорте и культуре. И, конечно же, поддерживал участников специальной военной операции. Конечно же, мы из районного бюджета, из фонда Победы стараемся удовлетворять те заявки, которые поступают в наш адрес от наших ребят. Традиционно ребята просят системы РЭП. Система РЭП, да, это то, что связано с жизнеобеспечением на фронте, да, это техника, специализированная техника, это и УАЗы, и квадроциклы, это и квадрокоптеры. Последние заявки у нас лежат еще по технике, сейчас тоже мы работаем в этом направлении. И также есть небольшие такие заявки по квадроциклам. Ну, в этом году, вот сейчас вот буквально сегодня было правление, тоже, да, вот мы одну заявку тоже удовлетворили. 2025 год в Ленском районе прошел под тройным знаком, как год патриотического воспитания, год 95-летия со дня образования Ленского района и в соответствии с указом президента Российской Федерации, как год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках указанных дат были проведены десятки встреч, уроков мужества, экскурсий по местам боевой и трудовой славы, а также проектов, связанных с памятью о героях прошлого и настоящего. В школах и учреждениях культуры регулярно проходили тематические занятия. В записной книжке я писала смерти всех близких мне людей. Мамы, бабушки, сестры, брата и 2 дядей. Когда был вечер, я записала в книжке. Савичевы умерли все. Осталась одна Таня. И осталась одна в холодной квартире. Самым важным событием года патриотического воспитания стал первый районный патриотический форум, прошедший в декабре. Главным гостем мероприятия выступил герой России Александр Колесов, командир якутского добровольческого отряда «Баатур-1» штурмового батальона «Барс-2». Форум, прежде всего, это память о наших предках героических, да, тех, кто всегда защищали нашу страну. Это память тех наших сегодняшних бойцов, которые отдали самое дорогое, это свою жизнь, защищая нашу страну. Это память. Их подвиги никогда мы не должны забывать. Мы должны писать золотыми буквами имена наших героев. Вот. И вот молодежь смотрит на нас, равняется, берет пример. Будущее нашей страны, России, это за молодежью. И от того, какими мы их воспитаем, какими они людьми станут, будет будущее нашей России. По итогам прошлого года Ленский район занял 2-е место в ежегодном рейтинге инвестиционного климата муниципалитетов Якутии. Муниципальный фонд поддержки и предпринимательства признан одним из 100 лучших предприятий России. Ленские предприниматели в очередной раз подтвердили высокий уровень местного производства. Несмотря на низкий уровень дотационной поддержки из вышестоящих бюджетов администрации района были реализованы все запланированные ранее мероприятия в населенных пунктах. Так, в селе Бичинча запущен 4G интернет. В Талон и Инялах идет прокладка оптоволокна совместно с Ростелекомом по федеральной программе. Из районного бюджета на эти цели было выделено порядка 40 миллионов рублей. Системно, да, мы будем в каждое село стараться заводить именно такой уровень сигнала связи. Также продолжилась реализация и других проектов на селе. Закончены работы по локальному водопроводу в Ортанахаринском наследии. Завершен первый этап этого же проекта в селе Бичинча. Также строительство коровника на 50 голов в селе Натора. В 2026 году будут реализованы проекты благоустройства в селе Бичинча и Чемча. В Бичинче будет обновлен центральный сквер и продолжится строительство нового дома культуры. В Чемче создана аллея памяти. Продолжается строительство новой детской школы искусств в Ленске. После смены подрядчика работы возобновились в полном объеме. Работы – это вентиляционные работы, очень большой объем работ этих. И плюс ко всему еще занимаются прокладкой внутренних систем водоснабжения, канализации, пожарный водопровод. Вот мы опрессовывать собираемся. В течение 2025 года также проведены капитальные и текущие ремонты в ряде школьных, дошкольных и муниципальных учреждений по всему району. Обновлены кровли, инженерные системы, интерьеры прилегающей территории.
Администрация Ленского района направляет значительные средства на комплексное обустройство территорий. Ведется масштабная работа по преображению микрорайона «Теплый стан». Проект включает создание новых проездов, детских и спортивных площадок, парковок и озеленения. В сентябре в Ленске состоялось открытие обновленных дворовых территорий по улице Первомайская, 9-11. Здесь появились новые пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, освещение, зоны отдыха и детские площадки. Продолжилась программа социальной газификации. Был осуществлен пуск газа в домовладение. В сельских поселениях Мурье, Бичинче и Батамае продолжается реализация региональной программы газификации до 2030 года. В Бичинче уже установлена блочно-модульная котельная, а в Батамае готовится к запуску. И, конечно, то есть у нас задача все-таки подать в этом году газ до жителей уже, которые проживают на этих территориях. То есть отдельно по блочно-модульным котельным, если у нас понимание есть сегодня, то по людям там, да, вот здесь вот тоже у нас есть определенные там трудности, скажем так, которые необходимо вот до начала отопительного сезона, да, вот 26-27 их решить. В 2025 году начался капитальный ремонт аэропорта на общую сумму 1 миллиард 87 миллионов рублей из федерального специального фонда. Уже демонтирован старый перрон, установлен бетонный завод, идет подготовка к заливке новой плиты. В 2026 году будет отсыпана взлетно-посадочная полоса и обновлено светосигнальное оборудование. Производятся работы по демонтажу бетонного покрытия перрона. Демонтаж порядка 13 тысяч квадратов. Завозим щебеночно-песчаную смесь С5 для основания под бетонное покрытие перрона. Завезено около 1500 кубов смеси. Завезено для изготовления бетонной смеси 999 тонн цемента марки 500. По инициативе администрации увеличено количество авиарейсов Ленск-Мирный. Теперь они выполняются по средам и субботам. 8-й год продолжается субсидирование речных перевозок по маршруту Ленск-Пелиду-Витим. В 2025 году на это было направлено 20 миллионов рублей, что позволяет жителям платить лишь 40% от полной стоимости билета. Осуществлено 80 рейсов по маршруту Ленск, Хамра, Ярославский, Пелиду, Витим, Ленск. Значит, это очень социально значимое направление, что позволит жителям Ленского района получать скидку 50% на стоимость проезда. Стоимость проезда составит 3500 рублей. В прошлом году администрацией Ленского района было инициировано заседание коллегии с Минтрансом Якутии. По его итогам утвержден план ремонта 99 километров дороги Мухтуя до 2028 года. Недропользователи закреплены за конкретными участками трассы и обязаны приводить их в нормативное состояние. Ведутся работы по ликвидации пучин, ямочному ремонту на участках от 47 до 84. Самый сложный участок автодороги Мухтуя. Мы завозим скальный грунт, обеспечиваем проезд автотранспорта. Пользователи дорог передвигаются на большегрузных автомобилях, пренебрегая всеми ограничениями с большим тоннажом. Конечно, это приводит к большим деформациям дорожного полотна. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполнен капитальный ремонт улично-дорожной сети на участке улицы Чапаева-Ньюская. На эти цели выделены средства из федерального и местного бюджетов. В 2025 году продолжилось партнерство с недропользователями. Продолжается решение жилищных вопросов. 25 молодых семей получили сертификаты по программе «Молодая семья». В прошлом году достаточно большой объем был предоставлен именно по системе здравоохранения. Кроме этого, у нас было достигнуто соглашение в 2024 году с Минстроем о приобретении 29 квартир для детей-сирот. Это достаточно большой объем для нас, потому что ранее программа это у нас, ну, скажем так, была менее эффективна в этом направлении. Да, мы не могли зайти на вторичный рынок. И вот было достигнуто решение, заключено соглашение и заключены контракты на приобретение этих квартир в строящемся жилье, которые идут по программе РАП, да, всем известной республиканской адресной программы по переселению. И вот в прошлом году дом был сдан, и 20 квартир мы предоставили. Кроме этого, у нас в прошлом году была выплата 1,5 миллиона установлена. Это для нашей бюджетной сферы. Порядка 8 участникам мы предоставили эту выплату. Это на приобретение либо строительство жилого дома.
В 2025 году в Ленском районе заработала долгожданная программа приватизации муниципального жилья. После многолетнего перерыва жители получили реальную возможность оформить собственность квартиры, в которых живут годами. Продолжается строительство 37-квартирного дома по улице Заозерная для учителей, врачей и бюджетных работников. Сдача запланирована на конец 2026 года. Несмотря на трудности в бюджете, в этом году удалось сохранить финансирование программы здравоохранения в полном объеме. Ленской ЦРБ было выделено 34 миллиона рублей. С 1 января 2026 года в Ленске заработал территориально-образовательный комплекс в сфере дошкольного образования. Все 9 детских садов города объединены в одно юридическое лицо. Учреждение возглавляет единый руководитель, а бывшие заведующие стали руководителями структурных подразделений. У нас в городе Ленске 9 дошкольных образовательных учреждений, и мы решили их реорганизовать путем присоединения к Большому саду, к Теремку. Для чего это мы проводим? Для того, чтобы оптимизировать некие расходы, которые все-таки есть у образовательных организаций, в том числе оптимизация и административно-управленческого персонала. Но у нашего главы еще было немножко другое видение в части централизации закупок, для того, чтобы можно было экономить определенные средства при проведении большого объема закупок. В прошлом году в Ленске впервые прошел чемпионат республики по пауэрлифтингу. Более 70 атлетов из 8 районов Якутии боролись за призовой фонд в 600 тысяч рублей. Соревнования стали спортивным праздником и дали старт для регулярного проведения подобных турниров. Ленский район активно готовится к проведению республиканского Исааха Аланхо в 2027 году. Утвержден дизайн-код и логотип праздника. Разработан эскиз благоустройства площадки и туристический маршрут по значимым локациям Ленска. Есть указ главы республики о том, что в 2027 году задача поставлена, и мы должны ее решить. То есть не ударить в грязь лицом. Ну и кроме этого, мы не говорим о том, что это будет только расходы на какое-то проведение там праздника и так далее. То есть мы создаем инфраструктуру для того, чтобы наше население смогло выезжать туда, была возможность проехать туда, на нашу территорию, там была возможность просто провести выходные, использовать для семьи и себя. Ленский район вошел в тройку лидеров Республики Саха-Якутия по эффективности деятельности органов местного самоуправления. По итогам оценки за 2024 год, опубликованной Министерством экономики Республики в конце 2025 года, район занял 3-е место среди всех 36 муниципальных образований Якутии. Среди промышленных районов 2-е место. В завершении репортажа расскажем о планах на 2026 год. Будет закончено строительство детской школы искусств в Ленске, также музыкальной школы в селе Бичинча. Продолжится подготовка к Исааха Аланхо. Приоритетным остается направление поддержки бойцов и их семей. И дальше будут реализованы крупные проекты и программы. Нам необходимо вопрос серьезно уделить в этом году именно жилищно-коммунальному хозяйству. У нас текущая ситуация по микрорайону Северного, она показала недоработку в части подготовки к отопительному сезону 2025 года. Конечно, есть вопросы отдельно по завозу нефти, по Витиму Пеледу. В этом направлении мы тоже также будем работать. Мы не снимаем себя и по образованию, по здравоохранению, по культуре. То есть это все направления считаем приоритетными. Да? То есть более где-то, скажем так, работа она уже выстроена более системно, где-то необходимо провести мероприятие, чтобы эту работу подтянуть по разным направлениям. Ну и, конечно, подготовка, еще раз повторюсь, к Исаху Аланхо в 2027 году. В рамках одного интервью длительностью в 13 минут сложно обстоятельно рассказать обо всем. Глава района отметил, что главным приоритетом работы администрации района была и остается забота о людях и улучшение качества их жизни.